Добрый вечер. На телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчебаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Снежные заносы, метели, гололед в Башкортостане, погода против автомобилистов. Массовые ДТП в Оргазинском районе столкнули 7 легковых и 2 грузовых автомобиля. Движение на трассе Уфа-Оренбург пришлось ограничить. Новоселье с задержкой, лед на Белой реке тронулся. Более 500 дольщиков наконец получат ключи от заветных квартир. Надеюсь, что с получением квартиры все-таки мы немножечко более обретем покой. А вот недавние новоселы жилого комплекса «Цветы Башкирии» получили букет проблем. Высокие платежки и далеко не цветочный аромат. Город на природе, но он с запахом говна. По сценарию жизни сотрудница проекта «Уфимский хоспис» стала режиссером фильмов про онкобольных. Цель этого фильма была вдохновить тех, кто сейчас лечится от онкологии. К сожалению, рак у нас плотно ассоциируется со смертью. Короткометражные картины сняты на грант имени Андрея Павленко, погибшего хирурга, который боролся с раком сначала у своих пациентов, а потом с собственным недугом. Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. От снегокатов до совместных выступлений с Элвин Греем, сотни желаний на главной елке. Подарки от десятков Дедов Морозов, политики, общественники и бизнесмены исполнят желания детей из малообеспеченных семей, сирот и пенсионеров. Ура! Смотри, какой классный! Как минимум 2 погибли, 5 травмированы. В республике сегодня зарегистрировано вдвое больше аварий. Смертельное ДТП в Уфимском районе. 28-летний местный житель, двигаясь за рулем 12-й «Лады» со стороны деревни Асаново в направлении деревни Султанаева, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и пассажир, 28-летний житель Кушнаренковского района, скончались на месте происшествия. Начато разбирательство. В Оргазинском районе массовая авария. По предварительным данным, 35-летний житель Мелеузовского района за рулем ВАЗ-2112 допустил столкновение с попутным грузовиком под управлением 41-летнего мужчины. Больше груз наехал на дорожное ограждение. Последовало столкновение еще 5 попутных автомобилей. 2 участникам аварии понадобилась помощь медиков. Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе ограничено движение. Оно действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа-Оренбург с 60 по 272 километр. Госавтоинспекция Башкортостана призывает водителей не выезжать за город без крайней необходимости. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделение госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора. Жилищно-коммунальные службы Уфы работали сегодня в усиленном режиме. Уже ближе к ночи сегодня синоптики обещают уменьшение количества осадков. Завтра в столице республики ожидается небольшой снег. А вот о погоде в доме уже могут задумываться дольщики жилого комплекса «Белая река». Собственники начали получать ключи от своего жилья. В церемонии принял участие и глава республики, который лично поздравил новоселов. 518 квартир в ближайшее время начнут заселяться. На очереди еще порядка 400, которые застройщик обещает ввести в эксплуатацию в будущем году. Подробнее в материале Артура Шамсудинова. Спасибо. За 10 дней до Нового года получить на руки ключи от квартиры – не лучший ли подарок? Пусть он и запоздал на 1,5 года. Линара Шабаева должна была заселиться в новое жилье в июле 2019-го, однако застройщик не рассчитал сроки. Только вмешательство руководства республики помогло исправить ситуацию. Да, здесь квартиры, они по-разному. Где-то с отделкой, где-то без отделки, по контракту. До Нового года заселиться в новую квартиру Линара пока не сможет. Нужен еще ремонт. Женщина вместе с сыном уже давно продумали планировку. И вот, наконец, настало время ее реализовать. Здесь будет кухня, здесь будет гостиная, здесь спальня. Ипотеку платим, аренду платим, на что-то живем, работаем, подрабатываем. Поэтому, хочешь жить, умей вертеться, да, и в данном случае приходилось именно очень сильно вертеться. Надеюсь, что с получением квартиры все-таки мы немножечко более обретем покой. Хочется чего-то нового, в новой квартире пожить. До 2020 года в ситуации неопределенности были свыше 900 дольщиков Белой реки. История с Белой рекой началась 6 лет назад. В 2014 году застройщик, группа компании «Госстрой», начал возводить этот жилой комплекс. Сдать объект обещал до конца 2017-го, однако завершить его не смог из-за отсутствия финансов. На прежнее русло работы вновь стали только в начале этого года, когда объект передали другому застройщику, компании «Садовое кольцо».
За короткий срок строители смогли привести в порядок секции А и Б. Это 518 квартир, которые дольщики будут получать постепенно, в течение примерно 3 месяцев. Оставшуюся часть дома намерены сдать до конца следующего года. Совокупный объем вложений на достройку всего комплекса составил 560 миллионов рублей. Это первый наш опыт достраивать за кем-то. Мы всегда строили сами. Доделывать до другим очень плохо. Причем, когда люди говорили, ну что тут, у вас там полдома уже готовы, или там доделать совсем немного, как жизнь показала, что чем больше сделал другой застройщик, тем сложнее закончить. Потому что многие вещи приходится переделывать, что-то перепроверять, поскольку ответственность за дом, она будет на Садовом кольце. Для республики это первый подобный опыт, когда достраивать долгострой брался федеральный девелопер. Садовое кольцо также обязалось завершить комплексы «Дом на Ленина», «Эрмитаж Горсовет» и «Московский» в Уфе. В общей сложности к концу текущего года компания подготовила к передаче дольщикам 843 квартиры. По этому году в общей сложности мы 1000 человек порешаем это собственными силами. И с помощью федерального фонда помощи обманутым дольщикам еще 3500 жителей получат квартиру. Уже на следующий, через год. Соглашения все подписаны, по всем объектам работы идет. Всего в республике своих квартир ждут порядка 7500 человек. Из них осталось чуть более 1000 дольщиков, вопросы по которым прорабатываются. И это дело ближайшего времени, говорят чиновники. Задача полностью решить проблему обманутых дольщиков стоит к концу 2023 года. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Виктор Меренков и Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. Но вот если у дольщиков Белой реки главное желание уже исполнилось, то более 500 другим жителям воплотить мечты в жизнь помогают политики, общественники и бизнесмены. Все они присоединились к всероссийской акции «Елка желаний». Вместо игрушек на ней шары с мечтами детей и пожилых людей. О том, чьи желания уже исполнились, и о тех, кто помогает их воплотить, в следующем материале. Здравствуйте, ну обнимите дедушку, быстренько, бегом, бегом, бегом. Если Дед Мороз, то обязательно к детям. Но этот Новый год ломает стереотипы. В мешке у седовласого волшебника главный подарок предназначен бабушке 7 внучек и внуков. Мечты могут сбываться и после 65, теперь говорит Татьяна Буланкина. Пенсионерка очень хотела планшет с большим экраном, чтобы смотреть видео и фото внучек, общаться с детьми. Да, мечтала. Об этом вы это написали? Мечтала, конечно. Мечтать не вредно. Как это мечтать не вредно? Вручал подарок Дед Мороз, а вот воплотил в жизнь новогоднюю мечту пенсионерки Ради Хабиров. Глава республики принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Написать письмо о мечте помогла дочь. И не думали, что как бы, я ей сказала, мама, говорю, ну жди звонка теперь, в шутку. А оказалось, что шутка обернулась правдой. Пенсионерка еще не очень хорошо разбирается в гаджетах, но ей тут же бросились помогать те, ради кого она и хотела получить такой подарок. Сюда нажимай. Татьяна Буланкина не так давно перенесла несколько сложных операций. Онкология. Сейчас проходит реабилитацию. Вроде бы все нормально, но нормально, ладно. Пусть все так, как есть в течение обстоятельств. Что теперь? Хотим, чтобы на природу выехали, чтобы фотографировать на планшет, чтобы как-то памятно было, чтобы потом просто смотреть. Пока пандемия это не дает никакого выхода. Я очень редко выхожу на улицу. А это хоть общаться будем. А вот маленькая Аделина тоже очень хотела общения и загадала встретиться со своим кумиром. На шаре, который сорвал Рустем Ахмадинуров, было написано желание познакомиться с Элвин Греем. Артист прервал запись альбома и ради девочки специально приехал в Уфу. Малышка даже спела с ним дуэтом. Приятно, когда они танцуют, когда они веселятся, когда они радуются. Так что мы делаем всегда это с удовольствием и от души. А вот маленькой Насте было неважно, с кем исполнять песню. Главное, для кого. Малышка очень мечтала выступить на большой сцене. Вот только зрителей своих юная певица увидеть не может. Но полный зал она могла услышать. А для маленького Миши главное разглядеть все до мелочей. Мальчик мечтал о микроскопе. Новогодний шар с его желанием снял сам глава региона, а подарок от его лица вручали представители уфимской мэрии. Ура! Смотри, какой классный!
«Елка желания» – это проект, который помогает воплотить в жизнь мечты детей-сирот, малышей из малообеспеченных семей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. От Башкортостана поступило более 500 желаний. Шары с новогодней елки сняли и члены правительства, министры, главный госавтоинспектор Динар Гельмудинов. Александр Сидякин и вовсе сорвал сразу 6 детских пожеланий, одно из которых совпало с его увлечением. Мечтаю о горнолыжном шлеме. Специально, что ли? О горнолыжном шлеме с очками. И горнолыжный шлем с очками будет, и вместе покатаемся. Не знаю, успеем ли в этом году, но в начале следующего точно сделаем. Тема одного из подарков была близка и Владимиру Нагорному. Депутаты Госсобрания тоже станут для кого-то Дед Морозами. Рамиль Герфанов, 17 лет, мечтает о сноуборде и ботинках для него. Ну что, свои подарю. Но мои большие, наверное, поэтому... Мечты будут исполняться до конца февраля. И это не просто подарки, а возможность для их получателей поверить в новогоднее чудо. И у всех у них есть еще одно большое желание, которое они загадали уже для всех. Все есть. Только здоровье, здоровье бы. Пол зарплаты за воду в квартире. Жители жилого комплекса «Цветы Башкирии» требуют уменьшить тарифы на коммунальные услуги. В сентябре собственники квартир получили платежки по 5, 7 и 9 тысяч рублей. И это без учета электроэнергии. Люди забили тревогу. За ноябрь тарифы уменьшили. Новоселы опасаются, что это разовая акция, и к концу года их ждут совсем не новогодние подарки. При этом вопрос у людей остается и качество той самой воды, за которую платят баснословные деньги. В кранах осадок, похожий на песок. Подробности далее. Осадок в душе остался осадком на душе. Жители микрорайона «Цветы Башкирия» никак не ожидали, что из кранов в новых квартирах может течь такая вода. Фильтры едва справляются. Город на природе, но он с запахом говна. Если хотите ощутить весь аромат цветов Башкирии, то вам сюда, грустно шутят местные. Слезы у людей наворачивались не столько от негодования, сколько от запаха. Рядом с жилым комплексом очистные сооружения. Прокуратура в ноябре выявила нарушение. Прием ассенизаторских машин прекратили. Сейчас проверку проводит природоохранная прокуратура. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам за помощью. Мы новоселы жилого комплекса «Цветы Башкирии». Нам обещали коммунальные платежи на 20% ниже, чем городские. Эти люди вряд ли мечтали стать блогерами. Обращаться к президенту страны и публике пришлось. К букету из запаха фекалий из очистных сооружений и песку в кранах в начале ноября добавились еще и счета за коммуналку. Платежки за сентябрь жители ЖК «Цветы Башкирии» получили с неожиданными цифрами. По подсчетам собственников квартир тарифы оказались выше средних в 3 раза. Сказали, что тут все будет вообще дешево, дешевле, чем в городе, потому что своя скважина, своя котельная, то есть мы все будем сами регулировать, а в итоге получилось. Мы все собственники, конечно, в шоке от таких больших высоких тарифов, которые нам сейчас выставили иск ТВК. Мы даже и предполагать не могли при покупке квартиры, что они будут настолько высокими, в 3 раза выше, чем в городе. Ресурсоснабжающая компания объясняет, мол, организация не государственная и сами вправе устанавливать тарифы. Из ТВК сетуют на высокие затраты. Инженерные сети муниципальных или государственных компаний, к которым можно было бы подключить жителей Цветов Башкирии, нет. И частная организация сама строит и берет на себя обязательство обеспечивать водоснабжение, водоотведение и тепло в новом микрорайоне. Правда, вот от общения на камеру представители из ТВК отказались, ограничились только письменным ответом. Мы на днях обнаружили, что на первых этажах выставляются нулевые квитанции. 000 – это не экстравагантные инициалы анонима. Так в платежках обозначаются квартиры, которые не переданы собственнику, то есть еще не заселены. Получается, что за отопление платят все другие собственники, кроме этих квартир. Однако управляющая компания спешит успокоить. Застройщик сам должен решать этот вопрос. В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса, момент наступления оплаты за содержание жилья и коммунальные услуги наступает с момента подписания акта приема передачи собственникам жилья. По тем квартирам, которые не подписаны акты приема передачи, за содержание жилья оплачивает застройщик. Заключается договор с застройщиком, и на основании этого договора мы выставляем счета и акты выполненных работ застройщику. Комитет по тарифам нарушений тоже не видит. В пример приводит стоимость за воду и тепло в Уфе. В районах города цены разнятся. На примере города Уфы, то есть центральное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, оно оказывается там более чем 10 тысячам домов.
А в Цветах Башкирии там всего 2 дома. Поэтому вот эти вот все затраты, они распределяются на территории города Уфы на большее количество потребителей. Следовательно, когда введут остальные дома, стоимость в платежках должна уменьшиться. Это в идеале. Пока же жителям, видимо, придется затягивать пояса потуже и вместе с ипотекой брать кредиты на продукты. Ну или садиться на диету и собирать букеты финансовых проблем из цветов Башкирии. Лилия Курбанова, Айгуль Хатыпова, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Основано на реальных событиях. В Башкортостане сняли 3 короткометражных фильма про онкобольных. Создать киноленты удалось благодаря гранту имени Андрея Павленко, того самого врача-онколога, который умер от недуга, с которым боролся у своих пациентов. После того, как диагноз рак диагностировали у самого Павленко, он совместно с порталом «Такие дела» в проекте «Жизнь человека» рассказывал о лечении и продолжал работать даже после операции по удалению желудка. Грант на производство серии короткометражек получила журналист и сотрудник проекта «Уфимский хоспис» Светлана Нигматуллина. А кино про тех, кто сражался и сражается за возможность жить. В материале Айгуль Хатыповой. Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Эти страшные слова говорит хирург-онколог Андрей Павленко. 2 года боровшийся со злокачественной опухолью в желудке. 1 января он заявил, что болезнь победила. Через 5 дней его сердце остановилось. У врача осталась жена и 3 детей. Незадолго до смерти он записал видеообращение. В нем доктор благодарил всех, кто был рядом, кто помогал, а также объявил о создании гранта имени Андрея Павленко. Говорят, что человек живет, пока помнят его имя, и живет его дело. Совместно с друзьями моими мы придумали грант имени Андрея Павленко. Этот грант будет финансировать медиапроекты, которые доносят правильную, правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях. Весной этого года грант выиграл проект журналиста и сотрудника Уфимского хосписа Светланы Нигматуллиной. Девушка получила средства на серию короткометражных документальных фильмов. Ленты поделены на 3 темы – победа над болезнью, смерть и о том, как вера помогает справляться с недугом. Первый фильм рассказал историю тех людей, которые преодолели онкологическое заболевание и живут в стойкой ремиссии. Целью этого фильма было вдохновить тех, кто сейчас лечится от онкологии. К сожалению, рак у нас плотно ассоциируется со смертью, и когда кто-то слышит, что человек болен, у него уже автоматически опускаются руки, но тем не менее это очень разная болезнь. Истории об онкологии со счастливым концом. В первой снятой короткометражке Светлана рассказывает о людях, которые смогли победить рак. Герои картины откровенно делятся своими воспоминаниями, с чем им пришлось столкнуться и что они смогли пережить. Прошло более 8 лет, как я уже в ремиссии, и я еще помню. Выжила? У меня из палаты выжили все. У каждого из них свои истории. Фильм о людях, которые смогли победить страх, победить болезнь. Да, будет тяжело, но ты это пройдешь. Самое главное в себя верить, и все остальное получится и приложится. Радик родился в Стерлитамаке. Мать отказалась от него еще в роддоме. Когда мальчику исполнилось 8 лет, у него обнаружили рак почки. 6 лет беспрерывной борьбы. Лишь в 2011 году молодому человеку удалось победить онкологию и выйти в длительную ремиссию. Посмотрел на него в глаза, говорит: отец Сергей, никак. Нам с вами придется умирать с каждым. Второй фильм рассказывает о потерях. Пронзительная по содержанию лента называется «Меня зовут Полина». Мне было 15, когда я попала в больницу. И я даже 14. И я тоже много переживала. У меня были депрессии, я плакала. Даже было такое, что сказали, что больше не будет шансов. Не знаю. Я буду бороться из последних сил, и тебе желаю того же. Свыше 3 лет девушка боролась с серьезным онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее. Героями короткометражки стали люди, которые встретились Полине на разных этапах жизни. Как не родная. Я ее не родила, но я ее выносила. Поля говорит, что даже если мне скажут, что я завтра умру, я буду стараться жить и до конца, до самого последнего времени. Это было очень для меня радостно. Она говорила о таких важных, нужных вещах. Она сама, будучи тяжело больным ребенком,
Она поддерживала других детей, записывала для них видеообращения, в которых говорила: «Ты только держись». Онкология может прийти в любой дом, и каждый может однажды стать неизлечимым пациентом. Однако в России говорить о смерти и тяжелых болезнях не принято до сих пор. Но замалчивая эти темы, мы лишаемся возможности узнать, как помочь своим близким в случае беды. Цель снятых фильмов просто и не страшно рассказать о заболевании, вызывающем ужас, вдохновить пациентов на борьбу, а обычных людей на своевременную диагностику. Айгуль Хатыпова, Нарисулам Хайреев, Родион Матвеев. Итоги недели. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели, те, кто посвятил свою жизнь тому, чтобы жили другие. В Башкирии в этом году эта дата совпала с 30-летием МЧС России, 5-летием Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям. Глава Башкортостана Ради Хабиров поздравил спасателей. Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения чрезвычайных происшествий, укрощаете природную стихию, боретесь за жизни людей, отметил глава региона. И привел в пример слаженную оперативную работу в ходе спасательных операций в Сибае и на Пылеефе. Почувствовать на себе всю тяжесть профессии спасатели предложили журналистам. Уфимский спасательный отряд взял к себе на один день сотрудников СМИ, устроив испытания, приближенные к реальным ситуациям. Подробности далее. Прием. Треск раций, заваленные проходы и тоннель, уходящий в темноту, откуда раздается чье-то учащенное дыхание. Кажется, кадры триллера, но нет, так спасательный отряд УГЗ решил проверить журналистов на прочность. Задача найти пострадавшего, лежащего под завалами. Часть группы в пути, часть остается у входа на связи. В какой-то момент становится жутко, пострадавший уже кричит от боли. Я нашел. Первый приняли. Что-то необходимо еще с помощью отправить? Человек и носилки. На меня, как на капитана команды, возложена еще и координация работы отряда. И в тот момент, когда, кажется, все спасены, поступает информация еще об одном раненом. Оставшейся командой находим зажатого грузовиком пострадавшего, и тут без спецтехники не обойтись. Все, можете работать с пострадавшим. А причина происшествия, по легенде, взрыв газовоздушной смеси. Устранение факельного горения газовой трубы тоже легло на журналистов. Из огня до полымя сразу же после меняем боевки на костюмы химзащиты. Комплекту маски, тяжелые газовые баллоны. Спасатели сразу предупреждают, стекла вскоре запотеют. И вправду идти пришлось практически на ощупь, держась за плечо товарища и проверяя каждый закоулок в поисках пострадавших и место утечки химически опасного вещества. Это на кадрах кажется, что видимость отличная, а вот примерно так это выглядело от первого лица. Место утечки. Обнаружили пострадавших. Ходим, раздеваемся. Возле машины. Тяжело дышать вообще. Жутко просто. За плечами 16 килограмм. В маске душно, ничего не видно. Идешь на ощупь, легкие устали. И вот снова знакомые боевки. В общежитии произошел пожар. Эвакуированы не все на 7-м и 8-м этажах пострадавшие. Один из них – ребенок. Проверить нужно каждую комнату, и кажется, их здесь десятки. После выполнения задачи спешим на помощь второй группе. Первому, второму. Где вы примерно находитесь? Сейчас выдвигаемся к вам на помощь. А вот выходить из здания будем не через дверь. У спасателей есть идея получше. Вообще, конечно, странное чувство осознавать, что под тобой сейчас, уже, наверное, не 8 этажей, а около 7. И все зависит не от тебя, а от людей, которые отвечают сейчас за твою безопасность, то есть спасателей. Но вообще, хочу признаться, чувство удивительное. Вон под ногами снова земля. Спасателем может стать не каждый, говорят сами специалисты. И не обязательно ничего не бояться. Нужно просто справляться со своими страхами. Приходят устраиваться спасатели, то есть они приходят, вот, я там видел, как из пожара выносят, а потом девушки благодарят, как ребенка спасают. То есть у них немножечко героизированное представление об этой профессии. Но, к сожалению, 80%, а может даже и больше этой работы – это кровь, грязь, человеческие страдания. И не каждый человек с этим сможет и жить потом, и вообще это все переживать. Первое мнение, оно правильно, да? То есть у меня практически 100% это мнение, оно всегда правильно. Если я вижу человека, что он подходит, я с ним беседую, задаю ему наводящие вопросы, для чего он сюда пришел. Вот я там услышал, хотел там поработать в муниципальной службе, то понятно, с таким человеком дальше работать не стоит. Психологически, такая сложная работа, потому что видеть кровь, видеть оторванные конечности разнообразные, видеть смерть, то есть не каждый с этим может
справиться. И нередко бывает, что, устроившись в отряд, человек вскоре понимает, спасатель – это не его профессия. Тяжесть работы мы оценили и на себе. День выдержали, правда, в куда более легком режиме, без крови и реальных пострадавших. И понятно одно – спасателями не становятся, ими рождаются. Десятки тысяч мертвых рыб обнаружили жители деревни Верхний Тюкунь Кармаскалинского района. Обитатели водной фауны в прямом смысле слова оказались вмерзшими в лед. Ролик о том, что произошло в местном озере, люди разместили в социальных сетях. С очевидцами событий встретился наш корреспондент Руслан Батыргареев. Как морозильник она пачками лежат. Действительно, рыбу как будто подвергли шоковой заморозке. Примерно на 1 квадратный метр не менее сотни особей. В основном плотва и подлещики. И такая картина практически по всей протоке, которая соединяет озеро Кушкар с рекой Белой. Вот только эта связь из-за падения уровня водоема осенью обрывается, а рыба, стремясь к большой воде, оказывается в ловушке. Как осень, они по инстинкту, что ли, на выход идут. Рыбы. Они сюда вот зашли на этот исток и сами себя создали замор. Потому что тут исток, она мелкая, до метра, 50, 60 сантиметров. И как мороз ударило, и они сами себя замор создали. Озеро начало покрываться льдом еще в ноябре, рассказывает Медхат Юмагулов, а потом резко ударили морозы, и, возможно, это стало роковым обстоятельством для обитателей водоема. Отсутствие осадков тоже сыграло не последнюю роль. Это сейчас все под снегом, и кадры не такие ужасающие, как на любительской съемке, сделанные очевидцами ранее. Раньше, когда я гостую работал с напарником Вахитом, тогда вот если такая было бы, мы бензопилу пилили и копали яму и выпускали на белой, пропускали. Ставили желоб, короб ставили. Те времена, когда Медхат Юмагулов работал здесь сотрудником Гослова, и они по госзаказу в промышленных масштабах вылавливали рыбу, остались позади. Теперь, говорит мужчина, у озера нет хозяина, и обитателям водоема приходится самим бороться с невзгодами природы. Осень была малодождливая, и что сказалось на уровне воды в озере. Если трубу положат, может быть, как-то, опять же, там чревато чем... через трубу может вода из озера совсем уйти. То есть она будет течь, и в конце концов это озеро может обмелеть еще хуже. Она и так мелкая, зарастает сильно очень. Специалисты Минэкологии Республики совместно с рыбоохраной 21 декабря выезжали на озеро Кашкар, чтобы подтвердить факт гибели рыбы. Случившееся никак не связывают с человеческим фактором. Это естественный природный процесс, говорят проверяющие. А значит, и в будущем от подобных происшествий водоем никак не застрахован. Руслан Батыргареев, Артур Елаев и Азат Тузбеков. Итоги недели. Кармаскалинский район. А сейчас о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. Приговор в отношении супругов Хайруллиных вступил в законную силу. Экс-кассирша Россельхозбанка 5 лет проведет в колонии общего режима, а вот ее супруг на год больше. Срок будет исчисляться с учетом их пребывания в СИЗО и под домашним арестом, когда шло следствие. До этого Салаватский городской суд назначил выплатить банку ту сумму, которую они украли. Это 25 миллионов рублей. Но Верховный суд республики изменил решение Салаватского суда в части указания суммы о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных и их защитников без удовлетворения. В Абзелиловском районе после пожара в частном доме для престарелых уволился прокурор. Булат Асылгужин написал заявление по собственному желанию, сообщает агентство Башинформ. Напомним, что пожар в деревне Ишбулдино 15 декабря унес жизни 11 пожилых людей. Сгоревший дом престарелых не состоял в реестре поставщиков соцуслуг. Руководителю Расиме Махияновой предъявили обвинение. Она находится под стражей. В начале недели пожар произошел на станции переливания крови в Уфе. Предположительно, он начался в помещении бактериологической лаборатории за несколько минут до начала рабочего дня. Сработала система оповещения, было эвакуировано 150 сотрудников службы станции переливания крови. С пламенем боролись больше 60 огнеборцев. Пожару был присвоен повышенный ранг. Огнем было повреждено 80 квадратных метров. В
Стерлитамаке убили кондуктора троллейбуса. Трагедия произошла на остановке Арбат около 5 часов утра. 60-летняя местная жительница ждала служебную машину, чтобы доехать до депо. К ней обратился незнакомец. Как сообщает Башинформ, 22-летнему ранее судимому жителю Ишимбаю не понравилась реакция женщины. В итоге он ударил ее несколько раз ножом. После чего убежал к сестре, которая, узнав, что произошло, вызвала скорую помощь и полицию. Они констатировали смерть кондуктора. Подозреваемый задержан. Ради Хабиров вручил государственные награды работникам системы здравоохранения республики. Ордена, медали, почетные звания благодарности получили 37 человек. Знаками отличия отметили врачей различных специальностей, медсестер, а также студентов Башгосмедуниверситета, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Глава Башкортостана поблагодарил медиков за труд и подчеркнул, что, несмотря на сложности, в этом году в республике приступили к строительству хосписа и детского центра онкологии и гематологии. Продолжается возведение корпуса республиканского кардиоцентра, поликлиники РКБ имени Куватова. Уже ввели новый корпус онкодиспансера. В селах открыли 120 ФАПов. Прокуратура подтвердила, что дети в Башкортостане учились в коровнике. По сообщениям в СМИ была проведена проверка. Установлено, что в ноябре ученики с 5 по 9 класса села Новомусино Куйургазинского района переведены на дистанционное обучение. Высокоскоростного интернета в населенном пункте не было, и школа не обеспечила подростков электронными кейсами. Чтобы подключаться к онлайн-урокам, дети ловили сигнал на горе в здании заброшенной фермы. Прокуратура обязала администрацию района исправить ситуацию. Несколько домов сейчас подключены к интернету. 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время учащиеся занимаются в очной форме. В Уфе дали официальный старт новогодним мероприятиям, причем сделали это сразу 8 Дед Морозов. По одному волшебнику из каждого района столицы и главный сказочный старец города. Они проехали по главным улицам Уфы на лимузине и вместе с другими сказочными персонажами устроили праздничное представление для детей на площади Ленина. Новогодняя территория женского счастья. Во второй раз проект проходит в телевизионном формате. В прямом эфире на канале БСТ женщины с кризисного центра меняли свою внешность. Дизайнеры рассказали о том, как украсить дом к празднику, а эксперты поделились правилами загадывания желаний. В онлайн-формат «Открытая академия» перешла из-за эпидситуации. Благодаря этому к проекту могла подключиться любая жительница республики, просто включив телевизор. Подробнее Динара Тимасханова. Айгуль Балтабаева – одна из героинь проекта «Преображение». В ресурсный центр женщина обратилась из-за жестокости мужа. Мама 2 детей была в отчаянии. Работа с психологами и поддержка дали Айгуль надежду на новую жизнь. И хотя довериться вслепую мастерам стиля было сложно, она переступила свои страхи. Больше всего девушка не хотела расставаться со своими длинными волосами. Поругалась с мужем, бегу стригусь. Поругалась, бегу стригу, потому что мне охота было быстрее убрать вот эту энергию, быстрее отрезать и поменяться, и типа вот новая жизнь, вот наконец-то. Но все никак не наступала, новая жизнь. И я потом решила, ну ладно, я лучше отращу, у меня будет новая жизнь. А вот эксперты советуют начать менять жизнь с загадывания желаний. И мечтать тоже нужно уметь. Сначала записать все цели, а потом делать небольшие шаги к их исполнению. Без желаний, без каких-то мечтаний жить, наверное, невозможно. Поэтому у каждого человека это должно быть. Человек должен идти к этому, развиваться в этом направлении, и тогда его жизнь будет становиться лучше и ярче. Новогодний выпуск территории женского счастья посетил и глава республики. Ради Хабиров признался, что очень любит готовить. В социальных сетях можно было не раз увидеть руководителя региона, к примеру, за лепкой пельменей. Ради Хабиров готов не только вкусно накормить семью, но и помыть за собой посуду. Карина полностью всегда запрещает, потому что говорит, это не твое, не мужское дело. Нет ничего зазорного в этом. В домашней работе это же тоже работа, это тоже труд, и люди от этого устают. Вообще, мне кажется, когда есть любовь в семье, оно и решается очень, знаете, естественно каким-то образом. Он делает свое, она свое, но в целом они делают общую домашнюю работу. За 3 часа прямого эфира гостями студии стали стилисты, косметологи и визажисты. Услышать советы специалистов можно было, не выходя из дома. Украшая квартиру, стоит не переборщить и выбирать, к примеру, только 2 основных цвета. А для игрушек не обязательно иметь елку. Их можно разместить в любом вертикальном пространстве.
спортсмены. Оскар Абдразаков поделился рецептом чая с мандаринами, а Валерий Меладзе отправил видео-открытку жительницам Башкортостана. Что всему свое время, вовремя надо выходить замуж, рожать детей и, в общем-то, продвигаться по карьере или по службе. Поэтому я думаю, что у женщины в ее непростой жизни есть эта возможность. И я желаю, чтобы у всех женщин она появилась, самореализовываться. Не обязательно быть руководителем. Главное быть реализованным человеком, востребованным и нужным. Айгуль и Юля увидели себя только в конце передачи. Стильные образы девушкам подобрали в ТРЦ «Планета». Они не смогли сдержать слез, увидев себя обновленными. А Айгуль не пожалела, что волосы стали короче. Всех жительниц республики с Новым годом поздравил певец Ришат Тухватуллин. Несмотря на то, что живой формат проекта «Территория женского счастья» сменился на телевизионный, своей популярности он не потерял. Женщины также хотят меняться к лучшему и быть красивыми, особенно в преддверии Нового года. Динара Таймасханова, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев. Итоги недели. На неделе юбилей отпраздновал футбольный клуб Уфа. Он был создан 10 лет назад. За эти годы уфимцы успели стать одним из самых известных клубов страны, поиграли на международной арене. За Уфу выходили на поле известные игроки. С командой работали маститые тренеры. В школе клуба занимаются сотни мальчишек. За 10 лет башкирский футбол прошел большой путь. Итоги подведет Артем Кочешев. 23 декабря 2010-го, день, когда в истории футбола в Башкортостане произошел переломный момент. Тогда была создана Уфа. Перед клубом сразу же поставили амбициозные задачи. Первой целью стал выход в футбольную национальную лигу. В 2014-м Уфа сотворила настоящую сенсацию. Клуб вышел в российскую премьер-лигу в тот момент, когда немногие ждали такого развития событий. После выхода в премьер-лигу Уфе нужно было закрепиться в сильнейшем эшелоне российского футбола, и команде это удалось, хотя два первых сезона получились очень непростыми. Со временем Уфа перестала бороться за выживание. Башкирский клуб заставил считаться с собой, особенно после того, как в 2018 году команда вышла в Лигу Европы. На матче с Тосно на последнем отложилось очень в памяти, очень приятно, когда полные трибуны гонят тебя вперед. Поэтому, тот сезон, конечно, да, он особняком стоит. Выступление команды на международной арене было вполне успешным. После побед над командами из Словении и Люксембурга уфимцы споткнулись на шотландском Рейнджерс. Остановились в одном шаге от группового этапа. В истории Уфы, конечно, были не только победы, но из любой тяжелой ситуации всегда находился выход. Летом клуб покинул Шамиль Газизов. Менеджер успешно руководил клубом на протяжении многих лет. Никто не удивился, когда он получил предложение от московского «Спартака». Это моя футбольная жизнь. И я уже несколько раз говорил, что весь мой призыв всегда ко всем приходил к тому, что если вызов, то его надо принимать. То же самое сделал и я. Многие из тех, кто играл за клуб, дошел до национальной сборной. Один из них – воспитанник уфимского футбола Игорь Дивеев. Это первый игрок в истории республики, который может подобным похвастаться. За 10 лет клуб успел обрасти армией болельщиков. Одна из главных задач Уфы на следующие 10 лет – строительство нового стадиона. Это вопрос жизненно необходимый, и понятно, что он будет решен рано или поздно. Но вот в текущих обстоятельствах, конечно, сложно сказать, когда. Я думаю так, что примерно за 5-6 лет все-таки, конечно, мы этот вопрос закроем. Но когда мы активизируемся с этим и когда начнем, вот это мне сказать пока сложно. Уфа – клуб, которому только 10 лет. Но за этот временной период произошло так много. Столько людей вложили в развитие клуба свои силы и талант. Хочется верить, что это только начало. Артем Кочешев. Итоги недели. На этом все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. А я с вами прощаюсь. Это заключительный выпуск программы «Итоги недели» в этом году. Увидимся здесь же уже в 2021. Всего доброго.